Приветствую. Ассаламу алейкум. На канале Башкорт Арчери. Я решил сделать вставку на начало видео, потому что дальше, когда я буду пропускать через циркулярку рейки для стрел, там не будет слышно, что я говорю. Поэтому решил записать вступление. Конечно, я там не буду убирать то, что я там говорю. Если кто-то услышит, услышит. Если нет, то тут я повторюсь в начале видео. Подготавливаются рейки. Дерево используйте любое, которое есть. Какое, скажем, не жалко. Там 70 сантиметров. В данном видео я использую где-то 90 сантиметров, потому что их пропускаешь. Кому-то нужны 70 сантиметров, кому-то 60, кому-то и 80, и 90 сантиметров. То есть представляете, да, если вытек человек высокого роста, руки длинные, то ему там около 90 сантиметров нужны стрелы. И еще что хочу сказать, то что в данном видео использую я дерево клен. Почему клен? До этого я пробовал делать из сосны, из березы. Сейчас я остановился на клене. Так как дети учатся стрелять, я сам учусь стрелять. Стрел очень много ломается. То есть это расходный материал. При тренировках они обязательно будут ломаться, потому что когда стреляешь, не всегда получается в мишень попадать. Поэтому улетает там куда-то в сторону. Косо стреляем, попадаются камни, железо там. В итоге получается захлест и стрела ломается. Ну, в процессе, кто уже стрелял, они уже знают, что стрела всегда ломается. Клен само по себе дерево очень крепкое. Поэтому я советую для начинающих лучников, если делаете стрелы данным образом, вот я как показываю, то использовать лучше клен. Ну или березу. Они являются жесткими, но учтите, являются тяжелыми стрелами. Сосна, она легкая и летит дальше, и скорострельность лучше у нее. Поэтому, ну тут все характеристики, конечно, зависит еще от пера. Какое перо будете нарезать. Вот, допустим, я покажу. Я попробовал использовать такое оперение. Кстати, стабилизация лучше, чем вот такое вот нарезанное перо. Не знаю почему. Ну, показалось так, по крайней мере. Ну, я дальше буду снимать видео, иншаллах, дай бог. И буду с вами делиться своими впечатлениями и, естественно, своим же опытом. Смотрим дальше видео. Ассаламу алейкум. Всем добрый вечер. Уже практически солнце садится. Как я обещал, вот, как делаются стрелы. Видео снимается частями, поэтому где-то что-то, если по внешнему виду не совпадает, не удивляйтесь. Вот через такой аппарат, вот они заготовки я уже пропустил. Это, конечно, у каждого там какое дерево есть, допустим, вот, это вот 90 сантиметров длиной.
Главное не дергать дрелью, а двигать ее плавно. Потому что если дернешься, то получится скол, неровность на самом шафте. И стрела уже не пойдет. Потому что можно пораниться при выпуске стрелы. Потом берем наждачную бумагу. Также продолжаем шлифовать. И вот таким вот образом. То есть с этой стороны начинаем. С той стороны надо поддерживать трубкой, потому что она сильно мотает. В итоге получается вот такие вот заготовочки. Я их уже сейчас вот подготовил, буду здесь сверлить, делать вместо ноков, где вдевается тетива. Вот. И в итоге получаются вот такие вот стрелы. Из всех вот этих вот проведенных, допустим, примерно из 50 штук выходит, может, 15-20 нормальных ровных стрел. А некоторые выходят кривыми. И в итоге вот покажу. Кстати, стрелы делал я сам себе. Такие вот стрелы выходят. Вот они. То есть оперение можно ставить покупные, можно ставить, как я вот такие делаю, натуральные гусиные перья. Для того, чтобы найти стрелу, я крашу их. То есть, допустим, белый цвет, берешь белое перо, красишь в красный, синий, ну или можно оставить вот такое вот натуральное перо. Так, и что я хотел показать. Ну вот, не во все стрелы я ставлю ноки, некоторые вот сверлю, и вот таким образом. Из натурального оперения вот как раз покрашенное гусиное перо, вот это вот синее, и ставлю вот такие вот наклейки. Наклейки делаю, распечатываю тоже сам. Так, и вот такой вот до этого показывал. Тут совиное перо. Кстати, совиное перо вообще бесшумно летает. Очень хорошо. Ну вот и все. В дальнейшем, как изготавливать стрелу, как клеить оперение, как ставить наконечники, на какой клей, я делаю это, сниму отдельное видео. Спасибо за внимание. Ставим лайк, подписываемся. Всем всего доброго. Ассаляму.